контролировать пульс во время тренировок очень важно. Таким образом, вы убеждаетесь, что приносите пользу, а не вред сердечно-сосудистой системе. Это также помогает сделать занятия гораздо эффективнее, а значит и быстрее добиться нужного результата. Но до сих пор многие игнорируют измерение пульса, считая это сложным процессом. В 21 веке точное измерение частоты сердечных сокращений не проблема. Датчиками оборудованы кардиотренажеры, электронные часы и даже смартфоны. Можно измерить пульс по старинке при помощи секундомера. Достаточно нащупать пульс на шее или запястье и считать удары в течение 10 секунд. Цифра умножается на 6, это и есть нужная цифра ЧСС в течение минуты. Для поклонников фитнеса важно знать свой максимальный пульс. Самая распространенная формула расчета – 220 минус возраст в годах. Формула вполне подходит для любителей и новичков. Разминка, растяжка и завершение тренировки должны проходить с частотой пульса 50-60% от максимальной. Комфортная оздоровительная нагрузка – это 60-70%. 80-90% – это усиленная нагрузка, ненужная начинающим. Через 15 минут после физкультуры ЧСС должна вернуться в состояние покоя, как после утреннего пробуждения. У тренированных людей частота кардиосокращений в обычной жизни и при нагрузках ниже. И это очень хорошо для сердечно-сосудистой системы. После 3-6 месяцев регулярных занятий пульс снижается на 10-15 ударов в минуту.